на обвинение возражаете? Сторона защиты. Это прежде всего к вам относится. Я не возражаю. Вы не возражаете. И у суда возражений нет, потому что дело рассмотрено в открытом судебном заседании. Единственное, суд предупреждает, что если вы будете все-таки своими действиями мешать процессу, как-то очень шумно так передвигаться, близко там подвигать, тем самым мешая выступать участникам процесса, то тогда мы, конечно, вам сделаем замечание сначала, а потом мы попросим уже удалиться. Я насчет законности не могу сейчас сказать, законно или незаконно. Мое право ознакомиться с материалами. Все, что необходимо было делать, я для этого сделал. Я написал заявление. Других дней у меня для написания заявления не было. Ничего я там не делал, потому что я заинтересован в том, чтобы познакомиться со всеми документами. Я вам сказал, что с ними не знакомил ни в ходе, ни потом. Да, это мое право познакомиться с теми документами, которые были собраны, и со всеми документами, которые оформлялись во время суда, да, для того, чтобы более квалифицированно защищать себя. И поэтому я и требую только одного. Это ознакомление с документами. Больше ничего я не требую. Поэтому отказ, который, тем более мне говорят, что там в 10, в 9 часов, это невозможно. Там, где я нахожусь, почту собирают с 6 до 7. И больше никогда там, да, там, как хочешь ты, не хочешь, тебя не заберут ничего. Ну, к сожалению, там как бы такие правила, там, а тут я узнаю, что я и 10 принял, и в 21:15, ну, то есть поймите, да, там, как бы я хочу только одного, познакомиться с документами. Поэтому я это ходатайствую, я считаю, что это мое прямое право. Хорошо. Позиция, защитники, вам слово представлять себя части. По этому вопросу. Уважаемый суд, желание нашего подзащитного ознакомиться с протоколом судебного заседания абсолютно понятно. И, к сожалению, действительно, я в свою очередь также сталкивался с некоторыми моментами, которые свидетельствуют о том, что даты фактической подачи документов и регистрации в части соответствующим образом для последующей переправки, они не всегда соответствуют. Поэтому в этой ситуации, естественно, склонен верить в подзащитному, полагая, что те обстоятельства, которых он указывает, и события, которые, возможно, произошли при регистрации поданного им заявления, они могли иметь место. Поэтому с доводами не должно быть место. Ну, сейчас я также поддерживаю позицию как и своего подзащитного обвиняющего, так и моего коллеги. Действительно, уже неоднократно встречались случаи в моей практике достаточно длительные, что бумаги из СИЗО уходят достаточно с большой задержкой. Поэтому я полагаю, что имеются все основания для удовлетворения данной апелляционной жалобы на постановление суда и предоставить возможность подсудимому обвиняющему ознакомиться с протоколом судебного заседания. Уважаемые коллеги, я считаю, что постановление Сыктывкарского городского суда 7 декабря 2015 года является законным и обоснованным. Исходя из того ходатайства, которое поступило в Сыктывкарский городской суд, ходатайство об ознакомлении поступило уже по истечении 3-суточного срока с момента изготовления протокола судебного заседания. Поэтому суд обоснованно отказал в удовлетворении данного ходатайства об ознакомлении с протоколом судебного заседания. Поэтому основания для отмены указанного постановления суда я не усматриваю, прошу его оставить без изменения. Уважаемые коллеги, учитывая позицию осужденного в данном судебном заседании, считаю возможным рассмотреть заявленное ходатайство об ознакомлении с материалом уголовного дела как ходатайство, а не в рамках указанного постановления 7 декабря 2015 года.